Поехали! Хорошо! В стране советской жить! Довольны! Пенсионный возраст прибавили вам! Акция известного акциониста, известного пранкера, как его еще называют, учителя истории из Беларуси Владислава Бохана. Это проект «Триумф Моли». Серия акций, где на примере школ я исследую признаки фашизации российского общества, опираясь на эссе Умберто Эко «Фашизм». И на очереди у нас 13-й признак. У него довольно интересная такая методика, да, с помощью которой он доказывает, что Россия фашистское государство. Он рассылает письма в школы, якобы от государственных структур, от партии, ну, вообще просто письма сверху, да, и в письмах откровенно просит их исполнять абсурдные задания. Например, всем известно, как российские учителя изготавливали шапочки из фольги для того, чтобы защититься от НАТО. От НАТО, вот. Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Так вот, в этот раз, к 1 мая, Бохан отправил письма и в якутскую школу. Ну, наконец-то добрался и до нас. Мы все ждали, да, когда же он у нас в якутской школе проведет какую-нибудь акцию. В этой акции он доказывал, что наше общество подвержено фрустрации, да, то есть оно не удовлетворено тем, что происходит на основании тех ожиданий, да, которое было у общества. Перформанс был организован в качестве первомайского шествия с целью демонстрации важности трудовых коллективов в служении народу, людям, государству, а также показать важность тыла в военное время. Так вот, Бохан отправил фотографии известных людоедов Советского Союза, да, в том числе и Дзержинского, и попросил их провести первомайскую демонстрацию с этими, значит, портретами. Назвал их всех там трудящимися, учителями. Кстати, самое интересное, да, что в этой акции одна из фотографий была Павла Таланкина. Павел Таланкин – это известный сейчас уже всему миру учитель из России, который выехал из России и привез, показал всему миру оскароносный фильм «Господин Никто против Путина». Он за это получил Оскара. Я не знаю, видимо, у российских учителей нет интернета, поэтому они не знают, как выглядит Павел Таланкин. Ну вот с Таланкиным и с Боханом наши якутские учителя из разных школ прошлись на первомайскую демонстрацию. Записали это все в подсчет и отправили Бохану. Шагом! Марш! Раз, два, три. Поехали! Хорошо! В стране советской жить! Довольны! Пенсионный возраст прибавили вам! Все, больницы построили, плакаты подняли. А что, плакатов уже не видно теперь? Все, пошли. Очень интересно, очень интересно. Ну, одна из школ не стала ходить с портретами, которые выслал им пранкер. Да? Они взяли портреты наших, якутских, известных трудящихся, учителей, да, и прошли с ними. Ну, это тоже так интересно. Да? Не пошли у него на поводу, а пошли, значит, с нашими трудящимися. Молодцы, похвально, да? А еще одна школа нерюнгринская, по словам Бохана, отказалась проводить акцию, а вместо этого отправила Бохану, значит, документ о том, что с 92 года в школе не проводился капитальный ремонт. Ну, они таким образом намекнули: вы нам сначала ремонт проведите, а потом от нас что-то требуете, да? Вот, тоже на самом деле молодцы. Смотрите, в своем видео, да, Бохан сказал, что вообще на самом деле произошло. Да, он там много рассказывает, что вот да, общество подвержено фрустрации, общество напугано, общество живет под постоянным давлением, культ вождя у них там. Это все, что описано вот, правда, на самом деле в эссе Умберто Эко. Но вот в этом видео он, знаете, обратился к людям, живущим в Российской Федерации, и он сказал одну замечательную вещь, да, которую нужно обязательно послушать. Как бы вы ни ждали лучшего будущего, в таковых условиях оно не наступит.
Потому что жизнь от зарплаты до зарплаты – это не стечение обстоятельств, это намеренный инструмент контроля со стороны власти. Система использует это положение, чтобы удерживать вас от неповиновения. И пока вы приспосабливаетесь к ней, вы так и будете оставаться на грани. И на самом деле это так. Стоит об этом задуматься, не убавить, не прибавить ничего вот к этому посланию Владислава Бохана к жителям России.